29 лет назад, 15 февраля, последний солдат покинул проклятую всеми матерями советских срочников афганскую землю. С тех пор в этот день каждый год в России поздравляют живых и поминают погибших, проходят митинги и торжественные линейки. Звук метронома во время минуты молчания всегда одинаков. Он отмеряет секунды в память о тех, кто никогда не обнимет своих близких, не станет на год старше. О тех, кто погиб или умер от ран, исполняя свой воинский долг. Афганская война унесла более 15 тысяч солдат и офицеров. И эта страшная статистика не обошла стороной Сосногорск. В школе номер 5 помнят поименно 10 бывших учеников, отдавших свой интернациональный долг. Один из них, Николай Шеленков, с войны не вернулся. Он остался навсегда 20-летним. Таким его помнят друзья, таким его помнит мама Галина Михайловна. За 34 года без сына боль от его потери так и не прошла. Она лишь притупилась. Писал бодрые письма всегда, не жаловался. Когда уже они пришли с армии, ребята говорили, что плохо кормили там. А он только писал: мама, все хорошо, кормят как в Союзе, даже гущенку дают, которую он очень любил. Вот. Ну, ни одной жалобы. Только вот последнее письмо, которое уже перед гибелью он прислал, нарисован был вертолет. Он рисовал так ничего. Вертолет нарисован, и он пишет: мама, я теперь понимаю тех людей, которые, переходя границу, целуют русскую землю. Я так тоскую по нашему Сосногорску. Они выполняли приказ любой ценой, порой даже не зная, вернутся ли в родные города и села. Именно поэтому 15 февраля зажигаются свечи, звучат песни о войне. А ветераны боевых действий делятся своими воспоминаниями с подрастающим поколением. Десятиклассник Никита об Афгане читал и смотрел фильмы. Вместе со своими одноклассниками он принял участие в торжественной линейке, потому что знает, что такие события нужно помнить. Торжественная линейка, посвященная эхо Афгана, она создана для того, чтобы не забыть, какой подвиг совершили русские военные в войнах за границей России. Никита считает, что каждый мужчина должен служить в армии. И вот таким будущим защитникам Отечества на всех торжественных мероприятиях желали в первую очередь мирного неба над головой. День памяти воинов-интернационалистов, участников военных действий в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Чечне и других горячих точках ближнего и дальнего зарубежья собрал митинг в сквере у городского военкомата. Несмотря на то, что эта война проходила далеко за пределами нашего Отечества, она все равно приходила в наши дома. Приходила вместе с искалеченными, деморализованными ребятами, а иногда даже и с похоронками. И не понаслышке об этом знают и в нашем Сосногорском районе. Но таков был долг этих ребят, и они мужественно, с честью, с достоинством его исполняли и проявляли чудеса героизма и до сих пор являются настоящим примером для современной молодежи и всех нас, россиян. Торжественные слова разносились над сквером. Воспоминания о прошлом, надежда на будущее. Самое страшное, что после этой войны в наш город пришло 4 цинковых гроба. 150 человек прошли войной афганской, наших земляков. А вот эти 4 цинковых гроба, они по сей день, наверное, как память, как осколок в голове, когда ты его не выкинешь и не забудешь. И мы вчера, очищая могилы, молча стояли, вспоминали все события. Сегодня мама одного из солдатов, приходя на могилу, сказала, что ей 81 год, и вот скоро ее не будет, и как все это после нее останется, и кто будет могилу охранять, чистить, убирать. Ее сейчас только вот в большей степени она в переживаниях памяти. Вот эта память, она благодаря вам, благодаря нам на сегодняшний день она есть. И ваше поколение, наверное, получая от нас какую-то весточку той войны, оно ее понесет дальше. Продолжая череду мероприятий, ветераны Афганистана собрались за круглым столом в городском доме культуры «Горизонт». Собрались, чтобы вспомнить своих боевых друзей, пообщаться, поделиться друг с другом событиями жизни сегодняшней. Встретиться с афганцами пришел глава района Виктор Шомисов. Он поблагодарил за то, что они до сих пор, что называется, в строю.
Многие активно занимаются общественной деятельностью, воспитанием подрастающего поколения, принимают участие в жизни города и района. Оставайтесь действительно такими, какими вы есть, с учетом того, что как вы работаете с детьми и как работаете в городе, в районе, на благо. Дай вам Бог всем здоровья. Цветы и свечи, стихи и песни в память о погибших, рассказы очевидцев и благодарность за то, что спустя десятки лет ни один солдат не забыт. А значит, можно с уверенностью смотреть в будущее. В рамках подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации в Сосногорске состоялось рабочее совещание с председателями и членами участковых избирательных комиссий, темой которого стала противопожарная и антитеррористическая безопасность. Сегодня большое внимание уделяется вопросам пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Не исключение и выборы президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта этого года. Целью тренировки является обучение членов участковых избирательных комиссий быстрым и правильным действиям на избирательных участках в условиях нештатных ситуаций. Важно, чтобы каждый член участковой комиссии знал алгоритм действий и мог его применить. Сотрудники управления ГО и ЧС, полиции и отдела надзорной деятельности довели участникам совещания основные требования пожарной безопасности, а также рассказали о правилах использования электроприборов и о том, куда звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Если установлен телефон стационарный на участке, то 01. Если мобильный ближе телефон, то 101 непосредственно в пожарную охрану, либо через единую службу спасения по номеру 112. Через службу 112 у нас в случае какой-то экстренной ситуации приедет одновременно, сразу же отреагируют все экстренные службы. И пожарная охрана, и полиция, и скорая. Собравшихся просили обратить особое внимание на соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных путей и выходов, наличию и исправности систем автоматической противопожарной защиты. В завершении были проведены практические занятия по экстренной эвакуации и тушению открытого огня. Наша программа не раз уже рассказывала сосногорцам о приоритетном национальном проекте формирования комфортной городской среды, начатого по инициативе президента Российской Федерации. Напомним, данная программа реализует два направления – благоустройство общественных территорий и ремонт дворов. По итогам летней масштабной разъяснительной кампании заявки на участие подали 20 дворовых территорий, 3 из которых взяты в работу уже на этот год. Одна из таких заявок – двор, объединяющий сразу 3 дома по улицам Пионерская и 40 лет Коми. Как рассказывают активисты, желание попасть в программу было так велико, что убедить в этом соседей было нетрудно. Мы очень быстро собрали, мы очень ходили по каждой квартире, объясняли, разъясняли жителям, что это необходимо. Но, в принципе, жители были согласны. Конечно, были сомнения, была неуверенность, что данная программа как-то может вообще быть реализована. То есть были скептики, но, тем не менее, нам удалось собрать 2/3 голосов. И у нас активно участвовали молодые мамочки, у которых есть детки, и, как ни странно, пожилые люди. Идея объединить усилия ради общего блага пришла уже в процессе работы, говорит Екатерина. Сначала каждый думал только о своей территории. Мы в процессе мы уже определились, что все-таки у нас на территории 3 дома, поэтому мы решили, что территория общая. И нам, конечно, выгоднее 3 домами выступать в данной программе, потому как, во-первых, удовлетворение большей части населения, получается, и мы участвуем также в софинансировании, то есть для нас это будут небольшие деньги, но работ можно выполнить максимально удовлетворив потребность нашего двора, скажем так. Сегодня территория 3 домов – это покореженные остовы когда-то детских площадок и хозяйственных сооружений, брошенные гаражи, неудобно припаркованные машины. При подаче заявки жители постарались обозначить все проблемные места. Нехватка все-таки детского комплекса, детской площадки, потому что дети у нас есть, у меня у самой маленький ребенок, и хотелось бы все-таки, чтобы детям было где играть. Больше, конечно, уклон на это у нас. Естественно, дворовую территорию привести в порядок, это асфальтирование дворовой территории. У нас также есть машины, и хотелось навести все-таки в данном доме порядок, на данной дворовой территории.
От слов перешли к делу. Специалисты управления ЖКХ и архитекторы подготовили дизайн-проект будущего двора и представили его на обсуждение жителям. Как отмечают последние, проектом они остались довольны. По детской площадке вопросов у нас не было. То есть нам удовлетворили все то, что мы желали, да, что мы заявляли. Нас полностью это все устроило. Мы обсудили данный вопрос с жителями, и всех это устроило. Единственное, что вопрос еще по асфальтированию дворовой территории, думаю, что это решаемо. После того, как дизайн-проект будет окончательно утвержден, специалисты составят смету и приступят к определению подрядчика. Жители с нетерпением ждут начала работ и готовы также активно включиться в процесс. Например, своими силами организовать субботник по очистке территории, заняться разведением цветов. Мы очень надеемся и действительно хотим показать, что вот какие мы все-таки все дружные, да, и мы желаем, чтобы у нас было все очень красиво. О том, как будут в дальнейшем реализовываться намеченные планы, мы обязательно расскажем в нашей программе. Основные итоги деятельности за прошлый год подвели учреждение социальной защиты Сосногорского района. Годовое совещание открыл глава района Виктор Шомисов. От лица жителей он поблагодарил специалистов за нелегкий, но такой нужный труд и выразил надежду на то, что с каждым годом показатели работы будут только улучшаться. Далее перешли к докладам. По словам директора центра, в 2017 году объем бюджетного финансирования составил чуть более 330 миллионов рублей. Из них почти 277 были выплачены населению в виде субсидий, дотаций и материальной помощи. Заработала в прошлом году и система электронного документооборота. Но все же основным аспектом работы стало повышение эффективности и качества предоставления социальных услуг. Повышение эффективности преследовало именно создание автономной некоммерческой организации. И, соответственно, в течение всего года разрабатывались многочисленные нормативные акты как в центре, так и в министерстве. Все они внедрялись. Проводилась большая работа с получателями социальных услуг, с социальными работниками, с общественностью, чтобы вот этот перевод произошел безболезненно для всех, как для сотрудников центра, так и для получателей услуг. Нам удалось этого достичь. Все социальные работники перешли, понимая свою социальную ответственность перед обслуживанием. Отчитались по основным показателям работы и заведующие территориальными центрами. Например, в территориальном центре защиты населения в минувшем году было зафиксировано более 15 тысяч обращений, в том числе и о назначении различных выплат, от единовременных до ежегодных. Самыми востребованными услугами оказались меры социальной поддержки и субсидии на оплату ЖКУ. Итоги были подведены по всем сферам деятельности, вплоть до обеспечения материально-технической базы центра. После отчетов соцработники наметили план работ на текущий год, где во главу угла, конечно, ставится выполнение государственного задания. Нами получен грант от ОАО «Лукойл Комин» на реализацию проекта «Туризм третьего возраста». В данный момент уже сформирована группа, приобретаются материалы, в том числе у нас заложено приобретение хорошего фотоаппарата, поскольку мы вывозим граждан, но не могли никогда делать им хорошие фотографии. Сформируется программа выездов. В основном, конечно, это туризм по святым местам. Следующая большая задача: мы должны принять участие в реализации, в конкурсном отборе проектов Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации. Еще одна задача у нас – внедрение профессиональных стандартов, поскольку до 2020 года все сотрудники у нас должны соответствовать профессиональным стандартам, а значит, мы должны будем обучить 2/3 сотрудников, переобучить. Не повышение квалификации, а именно переподготовка. Завершилось совещание словами благодарности. На этот раз соцработников поблагодарил председатель городского общества инвалидов Валентина Митракова и председатель районного общества ветеранов Ольга Корякина. Прошедшая лыжня России в этом году стала не просто самой массовой гонкой и традиционным праздником. На этот раз все горожане могли прокатиться на одной лыжне с участницей зимних Олимпийских игр в Сочи Юлией Ивановой и пообщаться с именитой спортсменкой. Сегодня Юля – мастер спорта международного класса. Залог ее успеха – это не только кропотливая работа изо дня в день, но и удача попасть к первоклассным тренерам. Сначала, по словам Юлии, ей повезло в родном Сосногорске с первым тренером Галиной Ветровой, а затем и во время учебы в Ярославле.
Человек, который работал в университете, дружил с заслуженным тренером России. Что такое заслуженный тренер? Это просто лучший тренер в своей области. Вот. Мне повезло, будучи юной девочкой, я попала в команду с олимпийскими чемпионами. И он мне сказал: Юль, ты тусовщица? И смотрит на меня. Я говорю: да вроде нет. Он говорит: смотри, если ты выполняешь все, что я говорю, то я отвечаю за результат, он точно будет. И если ты делаешь что-то свое, значит, отвечаешь ты. Договорились? Договорились. Вот это и был весь разговор. Ну, как результат, сейчас я могу вам сказать, 10-кратная чемпионка России, многократная победитель Кубка России, призер чемпионата мира и 7 лет в сборной. Огромный опыт, огромное количество знакомых. Кроме рассказов о себе, Юлия Иванова дала и огромное количество отдельных советов подрастающим спортсменам. Например, велела никогда не выходить после тренировки сырым на улицу или как можно реже вдыхать ледяной воздух во время спуска с горы. И самое главное, подчеркнула, что перед любыми соревнованиями ни в коем случае нельзя бояться. Нужно быть готовым, что соперники могут навредить, и что бы ни случилось, не сходить с дистанции. Если вы упали, вы не должны думать вообще, вы просто должны вскочить и продолжить гонку, как будто ничего не было. У меня была куча стартов, когда я падала, вскакивала, бежала дальше, мне давали палку и прижала в тройке. Без проблем, все возможно, не бросайте. Главное – постоянно хотеть развиваться в спорте и максимально четко выполнять команды тренера. В один голос твердили и знаменитая лыжница, и ее первый тренер. Галина Ветрова также отметила, что желание побеждать должно стать равносильно желанию работать. Работать на тренировках, работать дома. И всегда и во всем, что касается спорта, проявлять инициативу. Именно в этом и видит успех Юлии Ивановой Галина Константиновна. Если вы этим заниматься начали, то это просто надо любить. У нас очень много народу, которые и бегут сейчас неплохо, но все равно надо подталкивать. Здесь не надо было подталкивать. Ребенок был очень правильный. Поэтому спасибо тебе, Юль. Сегодня у Ивановой есть цель – покорение следующей Олимпиады. А уже после большого спорта планирует заняться тренерством. Но самое главное, по мнению знаменитой лыжницы, это не переставать мечтать. И тогда все обязательно сбудется. Мечтайте уже сейчас об Олимпиаде. Я вот, например, жалею, что раньше не начала мечтать. Потому что, я вам точно говорю, мечты сбываются. Однажды я с Александром Ивановичем Ветровым поехала на сбор в Воронеж. И мне так понравился город, он южный по сравнению с Сосногорском. Вы не поверите, но через 16 лет, вот в том месте, где я мечтала, там был спортивный городок, сейчас там стоит дом, и я в нем живу. Участница зимних Олимпийских игр в Сочи беседовала с сосногорской детворой и поклонниками около часа. За это время она ответила на десятки вопросов. Сразу после встречи коллективное фото на память, а также флешмоб в поддержку наших спортсменов, которые сейчас участвуют в зимних Олимпийских играх в Корее. Россия!